Добрый день, Олег Мсасович. Очень рада видеть вас в очередной раз в нашей студии. Добрый день, Белла. Конечно же, ни для кого не секрет, что ноябрь месяц был насыщен такими яркими, масштабными политическими событиями по линии Министерства иностранных дел. Пожалуй, начнем с того, что первое такое яркое, мощное событие, на мой взгляд, это Женевские дискуссии и ваше участие в этом мероприятии. Может быть, поделитесь с нашей аудиторией об итогах. С удовольствием. Еще раз рад поприветствовать вас. Рад находиться в студии Абхазского государственного телевидения. Я считаю, что все эти месяцы были довольно насыщенными для нашего внешнеполитического ведомства. Но вы верно подметили, что одно из самых значимых событий для Министерства иностранных дел это, разумеется, очередной раунд женевских дискуссий, а точнее они называются дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Это важный международный формат, по сути единственный, где Абхазия может на высоком международном уровне заявить о своих позициях, о своих взглядах, подходах. И это попадает прямо непосредственно на стол самых высоких европейских чиновников, и не только европейских, поскольку сопредседателями женевских дискуссий являются ООН, представители ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Также там участвуют делегации Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Ну, мы и наши юго-остинские союзники, разумеется, занимаем единую, уже сложившуюся, выверенную позицию по тем вопросам, которые рассматриваются в формате МДЗ, вот, дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Мы очередной раз прямо, жестко, твердо заявили о приверженности неукоснительному следованию в направлении подписания соглашения. Соглашение это должно быть юридически обязывающим документом о неприменении военной силы. Грузинская сторона, как мы с вами знаем, уже на протяжении многих лет с упорством, достойным лучшего применения, отказывается подписывать этот документ. Идет разнообразная политическая игра, да, различные политические маневры, причем сочетается это довольно причудливым образом, когда руководство Грузии, премьер-министр и другие высокопоставленные чиновники подают некоторые свои взгляды под таким соусом миролюбивой риторики, а в это же самое время отказываются руководители делегаций говорить о подписании мирного соглашения без предварительных условий. Постоянно возникают какие-то условия, какие-то, значит, попытки увязать это с какими-то новыми выдвигающимися просьбами и так далее. Но мы на этом этапе очередной раз заявили о том, что не может быть никаких иных условий, кроме как подписания юридически обязывающего соглашения. Думаю, что вот это наша единая позиция, Абхазия, Южная Осетия и наши российские партнеры и союзники, мы очень определенно донесли до мнения, до внимания сопредседателей, которые там находились, нашу окончательную волевую позицию. Ну, думаю, что, конечно, очень сложно будет надеяться на какие-то семимильные шаги, но главное это то, что мы свою логику, свою правду доносим до самых высоких европейских и мировых институтов. Я, кстати, нередко слышу такие
расхожее мнение, когда говорят, ну зачем Абхазии участвовать в Женевском формате? Вот сколько уже раундов, просто ездят туда делегации, и надо искать другие площадки и так далее. Но это, к сожалению, это такой очень поверхностный взгляд, он не имеет ничего общего с реальным положением дел. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный формат, о котором условились все участники, включая вот названных мной европейских руководителей различных европейских международных институтов, Российской Федерации, естественно, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, американцы и вот, собственно, грузинская делегация. Альтернатива только одна. Если ты не собираешься участвовать, значит твои дела будут обсуждать без тебя. Тебя нет за столом переговоров. Такое, конечно, мы себе не можем позволить, поэтому мы будем готовиться к следующему раунду, который состоится в марте следующего года. И, конечно, наши позиции будут также подтверждаться и документами, и политической волей. И поэтому мы готовы к любому развитию событий. Есть такое емкое выражение: в споре рождается истина. И, безусловно, эта площадка, на мой взгляд, служит как раз такой основой, где можно высказать свою позицию и транслировать ее в мир в таком правильном юридическом, да, аспекте, контексте. Совершенно верно. Вы, кстати, подчеркнули важный аспект. Присутствует на этих переговорах, в этом формате, когда идет глобальная дискуссия, безусловно, присутствует элемент состязательности. Я хочу об этом сказать отдельно. Это, конечно, не настолько действенно, как, вот, допустим, в зале суда, когда состязаются обвинения и защита, но это довольно тоже такой серьезный фактор. И от того, насколько убедителен, насколько настойчив тот или иной руководитель делегации или участник делегации, от этого тоже зависит какая-то часть мнения, которая складывается потом в общую картину. Я имею в виду и сопредседателей женевских дискуссий от международных организаций, как я уже сказал, Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и ОБСЕ. Это тоже имеет значение. И имеет, конечно, значение вот эта единая консолидированная позиция. Потом мы опираемся только на факты. Нам нечего скрывать, мы опираемся на факты, которые сложились и которые имеют место быть в регионе Южного Кавказа. Мы говорим о том, что не существует никаких мифических, оставшихся, так сказать, в воображении грузинских чиновников и руководителей административных границ. Давно существует государственная граница между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Не существует никаких мифических разделительных линий, как они это в формулировках своих употребляют, и так далее. Поэтому мы опираемся на факты, и эти факты видят те же самые сопредседатели. И я думаю, что в данном случае время играет за нас, и я думаю, что надо продолжать также настойчиво, компетентно, уверенно отстаивать свою внешнеполитическую позицию. Олег Мсасович, вот опять же, как бы возвращаясь к череде тех мероприятий, которые проходили этот короткий период, двухнедельный ноябрьский период, это вот впервые в Абхазии состоялась международная электоральная конференция с участием международных экспертов, один из которых друг нашей страны, который неоднократно участвовал в наших выборных процессах, это Вито Гритани, дипломат из Италии. Вот, насколько мне известно, у вас также состоялась с ним личная встреча. И вот могли бы вы немножечко рассказать об этом, о ходе встречи и, может быть, о каких-то договоренностях? С удовольствием. Господин Вито Гритани – это человек, о котором стоит говорить и стоит рассказывать. Я отношусь к нему с большим уважением. Это человек, который имеет заслуги перед Абхазией. Он является гражданином Республики Абхазия. Человек, который беззаветно влюблен в Абхазию, предан ей. Одна такая маленькая иллюстрация. Он говорил в интервью
перед камерами, когда я принимал его у нас в Министерстве иностранных дел, что в Италии я пользуюсь только абхазскими документами. Я живу по абхазским документам. Он организовал дипломатическое представительство, которое имеет статус зарегистрированного в соответствующих Такой органах. серьезный шаг. Да, Итальянской республики в городе Бари. Он использует абхазскую символику. И этот человек организовал уже немало очень полезных и таких действенных мероприятий. Это многочисленные публикации в европейских средствах массовой информации. Это вот как тот случай, о котором вы сказали, приезд на тот или иной форум, мероприятие и так далее. Спортивные мероприятия, спортивные известно, и другие. Да. Вито Гритани является таким достаточно серьезным экспертом по Абхазии для европейских средств массовой информации и так далее. Он организовывал и приезд итальянских журналистов в Российскую Федерацию. Это человек, который, как я уже сказал, делает все возможное для того, чтобы где-то прозвучало имя Абхазии в Европе. Мы с вами понимаем, что Европа – это не самая лучшая среда для нашей активности, для наших признаний. У нас сейчас, хорошо это известно, другие тренды. Мы работаем активно в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте. И, конечно, Европа, сегодняшняя Европа, это не главный далеко наш потенциальный партнер. Но вот такие энтузиасты, такие неравнодушные люди, которые хотят добиться хотя бы небольшого прорыва, это информационное в этой стене, пробить брешь и так далее, они, конечно, делают очень важное и нужное дело. Поэтому я с удовольствием принял господина Вито Гритани и нашего талантливого дипломата, также очень много делающего для Абхазии нашего соотечественника Кана Валерьяновича Тания. Вы еще, насколько мне известно, наградили. Я вручил ему медаль за заслуги Министерства иностранных дел Республики Абхазия. А, кстати, вот говоря о Кане Валерьяновиче Тане, значит, хочу сказать, что он недавно был награжден в Кремле грамотой. Грамоту ему вручал Сергей Владимирович Кириенко за вклад также в различные мероприятия электорального характера, выборного характера. Он организовывал приезд делегаций, которые освещали, европейских журналистов, освещали те или иные мероприятия на территории Российской Федерации. Достаточно престижная награда. Да, это престижная. Это дань, которая отдана заслугам нашего молодого дипломата, сотрудника посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. И я это говорю с чувством глубокого удовлетворения. Ну, опять же, с ваших слов можно подытожить, что вот такими маленькими шагами идет правильная трансляция Абхазии в большой мир, да, вот в контексте Вито Гритани, если можно так сказать, это вот как раз относится к Италии и к Европе в целом. Да? Безусловно, он так и позиционирует свои усилия. Он, господин Вито Гритани, постоянно заявляет о том, что Абхазию должны узнавать. Притом должны разных узнавать правду об Абхазии в различных странах, не только в Италии. Да, да. И для этого он много делает. Олег Мсасович, если говорить о деятельности МИДа нашей республики, не могу не отметить, вот буквально вчера завершился уже кинофестиваль «Артидок. Время наших героев». Это как раз то мероприятие, которое состоялось благодаря усилиям и под эгидой Министерства иностранных дел, лично под вашим таким взором, если можно так сказать. Расскажите, пожалуйста, вот о самом мероприятии, о специфике, о цели данного фестиваля и почему именно в Абхазии. С удовольствием расскажу об этом. Это очень важный формат, очень важный проект. Как известно, его
организовал, учредил и проводит такая организация, которая называется «Артидок». Есть этот проект, он называется «Артидок. Время наших героев». Важнейший, на мой взгляд, идеологический, духовный, гуманитарный посыл во внешний мир в сегодняшней сложной, противоречивой международной обстановке. Очень талантливые люди наполняют содержанием, контентом этот проект своим творчеством, своими картинами о героях, участниках, людях, которых коснулась специальная военная операция и все, что с этим связано. Вот 2 дня мы были с вами участниками, и что самое главное, наша молодежь, наши студенты, военнослужащие нашей армии 2 дня на одном дыхании, да, они видели, просматривали эти фильмы, и мы видели, те, кто находился в зале, мы видели, какое воздействие это оказывает на молодых людей. Никто не уходил, сопереживали каждому герою каждого фильма. Ну, когда мы говорим об организаторах, конечно, это прежде всего Артидок и генеральный продюсер этого проекта Екатерина Яковлева. И, конечно, когда поступило такое предложение, мы обсуждали возможность организации такого фестиваля, то для нас это было делом принципа, делом чести провести его, хотя сроки были, конечно, очень краткие. Мы быстро собрали оргкомитет, я проинформировал руководство, и президент, и премьер-министр были в курсе того, что мы начинаем такую работу с нашими коллегами из Артидок. И, собственно, приступили к работе, и вот менее чем за 2 недели мы организовали этот фестиваль в Абхазии. Хочу сказать, что он состоялся уже в более 2 десятков стран. И мне очень отрадно, что Абхазия присоединилась к перечню государств, в которых состоялся этот патриотический фестиваль кино. Но надо понимать, что главными героями являются участники, ветераны спецопераций. И здесь, как говорится, у нас очень много есть о чем сказать и что посмотреть. Наши герои, добровольцы и в интербригаде «Пятнашка», и в других соединениях, которые воюют в зоне специальной военной операции, они известны очень широко. Присутствовал на этом фестивале наш прекрасно всем известный героический соотечественник Ахра Авицба, другие участники специальной военной операции. И приехали очень талантливые военные корреспонденты, талантливые, очень неравнодушные журналисты, такие как наш земляк Семен Пегов, Руслан Гусаров, Павел Кукушкин. Привезли фильмы Ольги Кири и других режиссеров. Инна Танашева, которая также не раз была на линии боевого столкновения, соприкосновения и прекрасно понимает, о чем она снимает фильмы, о чем она рассказывает и так далее. Поэтому, конечно, это очень мужественные, талантливые люди, которые привезли фильмы, в том числе и о наших героях, о Балясе Авицба, о других ребятах, которые воевали и воюют на Донбассе и в зоне специальной военной операции. Я хочу сказать, что на самом высоком уровне прошел фестиваль. Я редко даю такие положительные сугубо оценки, но в этот раз все удалось, прям вот на одном дыхании прошло. И здесь, конечно, надо поблагодарить организаторов. Всех, кто вошел по нашему призыву в оргкомитет. Я хочу своих коллег и помощников отметить особо. Это, конечно, Национальный фонд поддержки социальных программ. Председатель правления Андрей Николаевич Сергеев. Это, собственно, один из инициаторов проекта в Абхазии, чтобы этот проект состоялся в Абхазии, наряду с Артидок.
Это Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия и его исполнительный директор Олег Олегович Лакоба. Очень активно включилось Министерство культуры, и Даур Вадимович Кови очень многим помог для организации этого фестиваля. Разумеется, собственно, Абхазский государственный университет во главе с Олегом Алексеевичем Гварами организовали блестящее проведение всех мероприятий на своей площадке. И хочу также отметить Максима Харитоновича Гвинджи, который помогал в организации. И, конечно, информационных партнеров, таких как и АГТРК, и Абаза ТВ, и Абснепресс, и другие наши СМИ, другие наши средства массовой информации. Хочу также выразить благодарность компании Амобайл, которая также поучаствовала в презентации, освещении этого важного мероприятия. Поэтому, конечно, вот когда такое коллективное усилие, тогда соответствующий и результат получается. И вот высокие оценки, которые звучали из уст журналистов, военкоров, руководителей Артидок, они, конечно, для нас очень приятны. Они говорят о том, что мы в состоянии создавать такие амбициозные и проводить такие амбициозные проекты на территории нашей страны. А идеологический эффект от этого, его, конечно, сложно переоценить. Сегодня очень важно бороться за умы и за сердца, особенно молодого поколения. И они для этого должны знать правду, молодые люди. И вот именно вот этим быстрой доставкой от непосредственных участников, доставкой истинной информации, доставкой конкретной информации, которая не омрачена какими-то измышлениями, какими-то фантазиями, идеологическими вбросами наших противников. Она в конкретном чистом виде, в концентрированном виде звучит с экранов фестиваля Артидок. И, конечно, значение этого трудно переоценить. Мы еще раз продемонстрировали, что Абхазия, небольшая Абхазия и великая держава Россия являются подлинными союзниками, подлинными дружескими партнерскими странами. Мы еще раз показали, и наши гости увидели по реакции аудитории, многочисленной за 2 дня, огромное количество людей. Еще раз, я думаю, нам всем удалось продемонстрировать, что в Абхазии не существует и не может существовать никаких антироссийских мыслей, антироссийских настроений. Нет ни одной политической силы, я уже об этом много раз говорил, и никаких политических деятелей, которые хотя бы задумались действовать против Российской Федерации, нашего главного союзника и партнера. Таких не существует. И вот этот формат еще раз подсказывает и доказывает это мое утверждение, этот мой тезис. Вот как вы сказали ранее, география этого проекта, она была масштабна. Во многих странах мира прошли показы фильмов, документальных фильмов в контексте этого проекта. И вот когда я знакомилась с материалами, я прочитала, что такой всемирно известный кинорежиссер, как Кустурица, предложил проведение этого фестиваля на ежегодной основе у них в стране, в Сербии. Это как раз подтверждает ту мысль, о которой вы сказали выше, что аналогичные проекты имеют такую очень мощную актуальность в сегменте патриотической мысли, да, в том числе. Я не знаю, быть может, в перспективе и мы можем аналогичные проекты проводить в нашей стране при помощи, при участии телеканала «Арти». И почему «Арти»? Я могу от себя также добавить, что этот канал в общемировом таком медийном формате, и его роль, она неоспорима, потому что это всегда честно, оперативно, правдиво, да, и та информация, которая подается, она подается качественно. И благодаря работе этого канала весь мир может узнать информацию из первых уст, да. И вот я думаю, что
на перспективу, если размышлять немного об этом, в контексте, опять же, проекта «Артидок», у него большие, да, перспективы и возможности, и актуальность, она как бы значительна. Мы проговорили, совершенно согласен с вашей оценкой, мы проговорили с руководителями проекта «Артидок», «Время наших героев», вообще с руководителями «Арти», перспективы дальнейшего сотрудничества. Вы верно подметили, вот, например, из Сухума сейчас организаторы этого формата будут перемещаться, например, вот в Сербию. И вы говорили об Эмире Кустурица. Он очень активное участие принимает в этом. Он так и говорит, что я не боюсь, я хочу доносить по всему миру правду, которую несет тот же проект «Артидок. Время наших героев». Он с удовольствием в этом участвует, и вот скоро пройдет очередной значит, фестиваль в Республике Сербской. И дальше будет по всему миру шествие этих фильмов, которые никого не оставляют равнодушными. И я думаю, что вот тот заряд правды, который они доставляют, для нас очень важен. Мы уже обсуждали, Министерство иностранных дел и значит, руководители проекта «Артидок», мы обсуждаем дальнейшие какие-то совместные планы, что мы можем сделать, потому что МИД и в дальнейшем будет в авангарде вот этой не только внешнеполитической активности, но и контактов, которые могут наилучшим образом подчеркнуть наши позиции в области мягкой силы, в области информирования тех процессов, которые происходят в Абхазии и вокруг Абхазии, с участием Абхазии на международной арене. Олег Мсасович, вот хотелось бы акцентировать на таком эпизоде. Вот на церемонии закрытия фестиваля вы обозначили один проект, в котором задействованы курсанты нашего Сухумского общевойскового училища. И этот проект посвящен Великой Отечественной войне. И насколько мне известно, фильм этот охватил такой масштабный, скажем, вернее, этот фильм посмотрели более 400 тысяч человек по всему миру, и именно благодаря каналу «Арти». Расскажите, пожалуйста, об авторе этого фильма, которого, к сожалению, нет уже в живых. Это наш сухумчанин Дмитрий Статейнов, который приложил все усилия для того, чтобы этот проект состоялся. Ну, вы практически все рассказали, было, что известно об этом проекте. Действительно, это не очень такой широко известный факт, но тем не менее он заслуживает внимания, потому что несколько лет назад как раз-таки наш талантливый журналист Дмитрий Статейнов, который, к сожалению, ушел из жизни не так давно, снял фильм об очень важной, нужной работе, которую провели курсанты Сухумского военного общевойскового командного училища. Проект назывался «Возвращение имени». Речь идет о тех людях, о тех участниках Великой Отечественной войны, которые были пропавшими без вести считались. И вот этим, собственно, возвращением имени занимались наши молодые курсанты. Это очень благородный, серьезный, непростой труд. Так вот, этот фильм, который сняли об этих ребятах, он попал в зону внимания «Арти». То есть у нас уже есть какая-то история взаимодействия, даже вот до нынешнего совместного кинофестиваля. Уже есть какая-то история успешного сотрудничества. И «Арти», взяв этот фильм, начал показывать его на своих ресурсах, на своем канале, и вы правильно сказали, что без малого 400 тысяч человек в мире уже увидели эту историю о вот этом благородном труде наших молодых сухумских военных курсантах. Поэтому, конечно, тут нам сам Бог велел дальше продолжать сотрудничество с «Арти».
И мы будем и дальше вот такие патриотические, в этом ключе будем сотрудничать, в ключе патриотического воспитания, идеологического информирования. Ну, разумеется, это и политический вопрос. Не будем, так сказать, да, не будем скрывать. Это очень важно сегодня показать еще раз и продемонстрировать наше политическое единство с нашим союзником и партнером России. И поэтому и так благодарили, и так высоко отметили наши гости, и военкоры, и руководители Артидок участие Абхазии, отношение Абхазии, жителей нашей страны, и руководства, и рядовых жителей нашей республики, всех, кто пришел посмотреть эти фильмы, кто пришел прикоснуться к этой такой очень непростой истории боли, страданий, надежд, которые продемонстрировали фильмы нашего фестиваля за 2 дня. Большое спасибо за беседу. Спасибо. Благодарю.